Так, мы снова в гостях в компании Robol Technology. Также это компания, дочерняя компания Orgpolymer Synthese. С нами Андрей Александрович, являющийся исполнительным директором компании Robol Technology. Сегодня дается старт одной программе, которую мы давно планировали. Компания Robol Technology, Orgpolymer Synthese отправляет свою продукцию в Ингушетию, в благотворительный фонд Тещем. Затем благотворительный Тещем должен будет распределить эту продукцию между людьми, которые желают участвовать в этом проекте. Суть проекта заключается в том, что на несколько семей, до 10 семей будут предложены лекарственные препараты, ветеринарные удобрения. Благотворительный фонд Тещем закупит необходимое количество цыплят и комбикорма для участников проекта. На данный момент планируется обеспечить 10 семей цыплятами, комбикормом и необходимыми для цыплят лекарствами и удобрения для подсобного хозяйства. Андрей Александрович, хотел бы спросить, что мы отправляем в Ингушетию, в фонд Тещем, и в двух словах, как эта продукция применяется, в какой примерно пропорции. Хорошо. Значит, мы отправляем в каждую из выбранных семей по одной коробке, в которой содержится 5-литровая канистра лекарственного средства для животных Монклавит-1, биополимерное синтетическое лекарственное средство, и 6 баночек этого же препарата флакона 350 мл. Они применяются для лечения и профилактики различных заболеваний животных, в том числе и птиц. Также мы отправляем два набора из 3 баночек удобрений для листовой подкормки, НПК удобрения азотфосфоркаиновых серии Фора и микроэлементных подкормок серии Аквадон Микро, которые позволят значительно, по нашему мнению, повысить урожайность на плюсадебных хозяйствах, на плюсадебных участках, вернее. Как правило, там возделываются овощи, фрукты. Будет не только увеличение урожайности, но и повышение качества продукции. Применяется это по листу, как я говорил, очень простая методика. 10 мл на литр или 100 мл на ведро воды, и при помощи распылителя наносится на листья несколько раз в сезон. Что касательно монклавита, это, как я сказал, биополимерное лекарственное средство. Оно, в отличие от других препаратов с йодом, может применяться не только наружно, как мы все привыкли, но и перорально для животных и другими способами. Секрет этих и удобрений, и монклавит-1 заключается в том, что действующие вещества этих составов находятся в соединении с полимерными материалами, которые производятся нашим предприятием. И, например, соединение с полимером, который содержится в монклавит-1, йод полностью теряет свои раздражающие токсические свойства. Его можно применять внутрь. Спиртовые настойки йода применять внутрь ни в коем случае нельзя. Ни людям, ни животным, ни в коем случае. Это смертельно опасно. Йод-полимерные антисептики на основе нашего полимера животным применять перорально можно и нужно. Можно один момент? То есть это будет для каждой семьи, которая участвует в проекте. Это входит у нас в один комплект, то, что здесь они будут вот такой комплектации. Это большая емкость, 5 литров. 5 литров, которые люди, грубо говоря, для цыплят, она дается с водой, добавляется в воду соотношением примерно, как из прежнего нашего разговора я запомнил, это микродобавка, которая добавляется примерно
10 мл на литр воды. Для разных терапий, профилактики разных заболеваний, разные дозировки. Поэтому мы в каждую коробку вкладываем набор инструкций. Они оформлены красочно, но содержат в себе существенную информацию. Если вот мы берем, например, рекомендации по применению для птицеводства, они были разработаны в Санкт-Петербургской государственной академией ветеринарной медицины и опробованы в течение многолетней практики. И здесь написано, для каких целей, как применять, что делать, в какой пропорции разводить, как, что и почему. Также создан сайт специальный monklavit.ru, где полностью приведены эти методические рекомендации. По сути, весь сайт – это одна большая методическая рекомендация для различных животных, для птицеводства, скотоводства, для мелких домашних животных, в коневодстве, в рыбоводстве, для обработки икры, для обработки ульев и так далее. То есть открывайте, смотрите, пожалуйста, читайте, там все сказано. Ну, естественно, даем инструкции и полное описание товара. То есть вопросов, на все вопросы мы старались заранее дать ответ. Но я говорю, такие грубые примерно прикидки, они уже из методической информации, которая будет сопровождать эту продукцию, какие-то детали они уточнят, но насколько вот я знаю, грубо говоря, это там 100-150 грамм на ведро воды, грубо говоря, да, это должно быть много птицы, да, чтобы она напилась целый день. Конечно. И примерно, как я понимаю, 3 дня там цыплят поить водой с добавлением монклавита, 3 дня можно их не поить, потому что эта продукция имеет как бы накапливающие свойства, и нет необходимости постоянно ее поить. Это не пищевая добавка, этот товар имеет самый высокий статус. Это лекарственное средство для ветеринарного применения. И оно как лекарственное средство и должно применяться. Если мы говорим о профилактике, мы про какой-то профилактический курс по лечению, лечебный курс с большей дозировкой, конечно. Если мы хотим получать йодированные, например, яйца, там используется, скажем так, довольно длительный срок в очень небольших дозировках, которые значительно меньше, чем дозировки и профилактические, и лечебные. Интересен препарат тем, что он применяется, знаете, вот это вот как бы все универсальные препараты. Он может применяться и для кошек, и для собак, и для телят, и для птицы, и для обработки инкубационного яйца, дезинфекции инкубаторий. Практически везде, и может даже столы. Ну, широкий спектр применения. Конечно, если он первоначально, и его главное применение – это ветеринарная медицина. Он применяется в ветеринарной хирургии. Андрей, можно вопрос? Извиняюсь, что перебиваю. Здесь вот с распылителем, тот же самый монклавит, с распылителем, это где? Это можно как бы место, где находятся цыплята, его орошать, чтобы... Ну, наверное, прямо на место, где они находятся, нет необходимости. Если мы говорим об инкубатории, инкубационных яйцах, то, конечно, да, в чистом виде поворачиваем и обрабатываем. Яйца для того, чтобы они там в период созревания не болели, чтобы не заражались цыплята в первую очередь. Чтобы уменьшалось количество задохликов, слабых цыплят и прочее. Мне необходимо содержать инкубатории это как можно более стерильном состоянии. То есть при обработке яиц во время об этом тоже сказано в созревания. И немаловажно, что этот препарат, поскольку йод потерял свои токсические и раздражающие свойства, он безопасен для человека, в отличие от многих других дезинфектантов. Он в себе сочетает удивительное как бы сочетание несочетаемого. Он для макроорганизма, для человека, для животного, он безопасен, а для микроорганизмов патогенных он смертельно опасен. Сохранил все свои свойства, и он сохраняет свои антисептические свойства в сочетании с полимером. То есть, если он попал на руку, ничего страшного не происходит. И он через некоторое время испаряется. А полимерная основа, которую хочу дополнить еще, полимерная основа, которая используется в монклавит-1, она широко применяется для производства косметики. Поэтому нет необходимости ее опасаться. Вы все хорошо с ней знакомы, с ее, скажем так, рядовыми нелекарственными формами. Потому что наше предприятие
продает сходные полимеры для производства косметики по всей России более 20 лет. В том числе для производства, ну, не косметики, а зубных паст, моющих средств, шампуней, средств мытья посуды. Вы все знакомы с продукцией нашего предприятия, но не напрямую, а опосредованно в продукции других организаций, куда мы поставляем свой товар, свои полимеры в качестве сырья. А это готовая продукция нашей организации. Андрей Александрович, это я понял, это монклавид, это как бы ветеринарное средство. Да. Эти вот баночки, тут я смотрю, кора. Эти баночки – это удобрения для листовой подкормки. Мы привыкли к тому, что, ну, особенно это на селе, приусадебных хозяйствах, что удобрение – это то, что вносится под корень. Обычно в домашнем хозяйстве применяется перепревший навоз, трава, ну, сидераты, как называют правильно в агрономическом мире, которые выращиваются, потом вырубятся, запахиваются обратно в почву. Но растения могут потреблять питание через листья, через листовой аппарат. И такой агроприем применяется в сельскохозяйственном производстве. То есть в определенные фазы развития растений, когда корневая система или не развита, например, когда только что посеяли и только первый исход, или низкая температура воздуха, и корневая система не работает, мы работаем по листу. Опять же, в почве питательные вещества могут находиться в состоянии, которое растение не способно усвоить. А мы даем готовое питание через лист. Но это как бы можно было бы сравнить, как если человеку, ослабленному операцией, ему ставят капельницу, ему сразу дается питание. Не через желудочно-кишечный тракт, а прямо в вену, глюкозу. Вот это что-то вроде. Но здесь не только глюкоза, здесь нет глюкозы. В принципе, для растений нужны другие вещества. Здесь в удобрениях серии кора находится азот, фосфор, калий, а микроэлементы, они находятся в флаконах, которые именуются аквадон микро. И те скоростные аквадон микро, которые даем, это для овощных культур, для кора К1, для плодово-ягодных культур и универсальный. Универсальный – это скорее для любителей цветов, ну и как источник серы и магния. То есть эти удобрения, которые, это микроудобрения, которые добавляются в воду и распыляются над растениями. Ну, термин микроудобрение он такой загадочный, потому что непонятно, то ли это удобрение, которое применяется в микродозе, то ли это удобрение, которое содержит микроэлементы. Он не очень корректный. Это, например, кора – это макроудобрение, потому что азот, фосфор, калий относятся к категории макроэлементов. Но они действительно, да, они добавляются в воду. Дозировка тоже такая же, 10 мл на литр воды или 100 мл на, соответственно, ведро. Есть распылитель, лучше сланцевого распылителя или 5-литровых таких распылителей, которые вешаются на плечо с помпой. Обрабатывать кусты, посадки, землянику, картошку, кабачки, все, что выращивается в приусадебных участках. В сельскохозяйственном производстве у нас, конечно, другие объемы. Мы продаем товар в 20-литровых канистрах, и они уходят у нас предприятиями целыми фурами груженными и применяются там 1-2 литра на гектар. Ну, в приусадебных участках мы не считаем такими дозировками. То есть обрабатывать так, чтобы целиком была покрыта листовая пластинка рабочим раствором. Ну, здесь в данном случае вы как бы отправляете небольшие партии бесплатно для того, чтобы люди... Попробовали, у них было лучше, жизнь стала лучше, чтобы они получали со своих посадок, потому что я по опыту могу сказать, что, к сожалению, такая классическая агрономия, она не всегда добирается до тех мест, где живут обычные люди, до поселков, до аулов. И очень многие люди вообще сторонятся удобрений, боятся их, особенно химических удобрений. Навоза, конечно, никто не боится на селе. Но могу сказать, что вот эти удобрения, они имеют сертификат Эколосертик. Высший или высокий степень экологической безопасности. А через 2-3 недели после применения полимер отдает все питательные вещества растению и распадается на углекислый газ и воду. Эти полимеры, сходные с этим полимером, мы также раздаем уже 20 или 30 лет
для производства самых разнообразных моющих средств. То есть вы все с ними знакомы. Никаких проблем от них не возникает, тем более у растений. То есть каждый, кто пользуется стиральными порошками, сделанными в России, каждый день использует похожие полимеры. Не такие же, но похожие. То есть у нас готова партия из 10 таких коробок. Если можно, я покажу. Да, пожалуйста. Так, вот у нас подготовлена партия из 10 белых коробок для отправки в Ингушетию в благотворительный фонд Тещем, который распределит эти ветеринарные препараты, удобрения между жителями Ингушетии, которым эти препараты необходимы. Еще раз напоминаю, помимо своей продукции, Оргполимер Синтез и компания Robol Technology отправят денежные средства, необходимые примерно на 10 семей, обеспечить средствами для закупок цыплят и комбикорма для них, для того, чтобы они могли использовать вместо применения антибиотиков, используя добавку в воду манкловид, то есть это ветеринарный препарат, благодаря которому позволяет избегать заболевания, вирусного заболевания, птица, чтобы не болела, и удобрения. Инструкции прилагается, в каждую коробку прилагается набор инструкций. Здесь в каждой коробке, вот для каждой семьи участниц проекта, здесь 5-литровая емкость, емкость манкловита для распыления, и здесь по 6 баночек удобрений для растений на всякий случай, чтобы люди попробовали, то помидоры, огурцы там выращивают. Так. В общем, пробуйте, пользуйтесь. На здоровье. Ну, в общем, продукция готова к отправку. В ближайшие дни рассчитываем, что будет в Ингушетии. Надеемся на отзывы, получить отзывы, как у них получилось, какие успехи у них по применению этой продукции, какие вопросы по применению продукции. Поэтому благодарим компанию Robol Technology, компанию Оргполимер Синтез за участие в этом проекте. Всегда рады помочь людям.